Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.
половина, 19 яш. Пока что оқымаймын. Полностью менә бу проектка үземнең эшемә бирелер өчен укуны әз генә читкәрәк алып торырга пришлось. Вот. Біз тегісінде шолтыратқан уақытта сен вроде Қазан музыка техникумы, училище ма, как называется? Театральное, да. Театральное, да, шында білім алайын, Әйе. Сен анда числишься бұлай? Я не хочу отвечать на этот вопрос пока что. Оқырға жүрмесің, ме? Нет, репетируем, готовимся, вот. Бұл сенің бірінші сольный альбом бекені получается? Әйе. Сенің авторский жырды бірсін еткендері? Неге? Неге деп аталады? Әйе. То есть аның сөздері сенікі? Әйе. И мелодиясы тоже менікі. Әйе. А башқа жырларға сөздерін кім яза? Біздің менә бар аранжировщиклар, авторлар, алар бізге үзләре язалар. Ну, біздің определенный команда кешеләр бар, которые занимаются вот этим самым. Вот, но в процессе, когда мы, например, записываем песню, я тоже принимаю участие, там говорю, давайте вот здесь добавим вот еще одну фразу там, вот, какие-то места там изменить, что-то добавить. Тағын бір жырда бір егітнің тауышы бар, то есть ол кімсір болмаса әдерді? Это секрет. Да, пусть все думают, кто это. Вот. Тогда такой вопрос, ол біздің Татар эстрадасында белгілі кішімі, аны телевизорларда, я не знаю, интернетта көріп, сәхнәтшісі ме ол? Или ол әлігі ол қадар популяр түгіл ме? Не могу ответить на этот вопрос. Ответа не будет. А когда люди узнают завтра, получается? Нет, вот когда мы с командой решим, то, что людям можно знать эту информацию, мы всем напишем то, что мужской голос в этой песне вот этого. То есть ол ертегі сахнаға шықмай жүр, получается? Ул жыр ма? Ул егет минем белән бу жырда сахнага чыкмыйчак. Это будет такой секрет, чтобы слушали люди песни, и они такие, хоп, а что за мужской голос? Вот, а его мы не показываем. Сіз қателесіз мекен тігісінде еще мен сізге шолтыратқанда, помните, сізді Вилли білен не бит, по-моему, фотография. На данный момент сіз немене сөйлетлерде сөйлешесіз ма? Общаемся, как и с другими артистами, мы коллеги, у нас общие интересы, вот. То есть мы общаемся, как и с другими артистами. Шул Вилли деп етен? Да. Сіз, возможно, Юрий Вашлар біздікі әнетіңіз? Ничего такого не намечается? Пока что не намечается. А хотелось бы? Не знаю, я пока полностью вот в этом процессе, мне сейчас не до того, что, не до отношений. То есть в отношениях нужно много, то есть отношения это же тоже работа. Вот, а моя работа это сейчас мое творчество, и для парней пока что у меня нет времени. У меня сіздің бәлки приоритет мекен, но у меня сіздің личное мнение, Татар эстрадасындағы уже белгілі бірер егіт білем, тоже звезда білем, деп дегенде үйреніп, біз мейлі сізге обычный, простой, надежный парень, не из шоу-бизнеса керек, мұғайя қырық үшін. Неважно, он будет из шоу-бизнеса или вот обычный, главное, чтобы он понимал, что, например, вот я выступаю, например, ночью, и чтобы он верил мне, доверял, вот, самые главные качества. Шешлеріңіз өзіңіз знакомы? Да, мои волосы. Түсі? Түсі? Нет, мы чуть-чуть их делаем презентабельнее. Сіздің свой цвет волос, по-моему, светлее, да? Чуть-чуть светлее. Хотелось спросить Асаева турында еще қойда тоныштығыз, ничек тоныштығыз оралыша, сіз Гүлназ біле қойда шырашқан едіңіз? Вот мы писали, получается, песни некоторые в Башкирии, в 3 городах писались. В Башкирии, в Казани и в Москве. В Башкирии писали вот у аранжировщика, и этот аранжировщик знаком с Гульназ Асаевой, и так получилось, что мы пересеклись, познакомились с ней, она рассказала мне про свое творчество, я ей про свое, подружились, познакомились, пофоткались. Аранжировщик не семенайтесь? Нет. Нет? Нет. Секреты? Да. Элвин Грей турында. Самый главный вопрос. Тіге Уфадан соң отношениялар в общем ничек өзгерді? И желательно подробно. Кім біле тоныштығыз, кім біле наоборот разошлись? Мы с ними сейчас поддерживаем связь. Вот. Я не могу ответить, будут ли у нас совместные проекты дальше или нет. Пока что у меня свой проект, у него свой. Если в дальнейшем где-то звезды там сойдутся, то может быть.
Не знаю. Я живу сегодняшним днем, что будет дальше, не могу сказать. У меня шел Уфада жырлаганнан соң, считаю, вас Элвин Грей в своем лейбле показал. Это для начала очень-очень-очень даже хороший был год. Башка предложения поступали, мы онда башка жырчылар тандем составить, может быть, или кто-то вас в свои проекты приглашал? Из команды Элвин Грей? Нет, не обязательно. Ну, в директ много кто писал, вот. То есть, уже не углубляясь, кто мне, например, написал, я говорю своему продюсеру, вот, есть такие предложения, если они, то есть, если это будет интересно зрителю, он уже сам решит, моя команда решит, нужно ли записывать там дуэты, вот. В дальнейшем, может, будут дуэты. Ага, өзіңіздің кім белән хотели бы записать, например, жырларга? Татар эстрадасынан кайсы йолдыз белән сәхнәгә чыгып жырлар итегез, например, үзегезнең авторский жырыгызмы или аның авторский жыры? Ну, не знаю, с таким же молодым девушкой или парнем, не знаю, но чтобы он был на моей волне, то есть чтобы мы вместе с ним смотрелись на сцене интересно. Вот, опять же, чтобы было зрителю. Любое предложение, минимум еще на это. Вау, круто, спасибо, что предложили. Давай чуть глубже будем делать. По-любому есть такой человек, с которым ты хочешь выйти на сцену, не обязательно, или даже хотя бы познакомиться, или даже хотя бы начать разговор. Нам важно имя. Есть такой человек? Или сен как-то Татар эстрадасына так относишься? И любой человек, как бы, они между собой все равносильны, и никого с ним не можем выделить. Или все-таки? Вот, да. Не могу каждого выделить, потому что у каждого есть свои зрители, у каждого, есть свой фандом, да. Вот, и каждый для меня уже достиг чего-то, то есть он молодец, и несмотря он будет известный или неизвестный, если у него есть желание, и он на самом деле хороший материал, если он скажет, я хочу с тобой дуэт, несмотря на то, что он, если даже неизвестный, я буду с ним петь. Вот ты говоришь, чтобы исполнитель был такой же молодой, с тобой на одной волне. Салават Фатхадинов — мэтр, легенда татарской эстрады. Если он тебе вдруг предложит дуэт, ты откажешься, получается? Нет. Это получается, смотря какая песня. Опять же, я даже не могу пока что представить, что Салават, например, мне предлагает дуэт. То есть я об этом даже не думала. Все-таки смотря какая песня или все-таки смотря кто? Смотря какая песня, какой материал, и вот, будет ли это интересно зрителю. И давай супер-супер честный ответ. Элвин Грейбля поддерживаешь на сегодняшний день отношения? Да, поддерживаю. Это только когда вы видитесь или мессенджерлар, там, социальных сетьлерде оралашканыңыз бармы? Все организационные моменты общаются только продюсеры, а я, пусть будет секретом. Опять же, я не отвечу на этот вопрос. Администратор, продюсер, у вас Динар. Да. Сүйлөптүк ничексиз тооныштыгыз, ничексиз бирге иштей башладыгыз, и Динар улмаганча кадәр продюсерлык ише белән эшлейдиме? То есть это для него тоже новый проект, или он как бы в этом деле уже мастер? Нет, у него уже есть опыт. Вот если поподробнее хотите узнать, можете спросить у него, а как мы с ним сошлись. У нас есть общие знакомые, вот, и Ул ничектор узнала, что Динар ищет девушку или парня, певицу или певца. И он мне говорит, вот тебе номер, если ты же хочешь, петь, на сцену выходить. Я позвонила ему, он сказал мне, скинь мне ссылку ВКонтакте, и потом пригласил на встречу. Вот, и на встречу уже мы обсуждали, он мне говорил, что умеешь делать, я говорила, петь, танцевать, что хотите, могу на шпагат сесть, вот, все сделаю. Теге вакытта теге материалны язганда мен сораган идем бит инде сез Элвин Грейна вообще тусовкасына килеп электегез, сіз недер бір закрытый мероприятие, тусовкада познакомились, да, вас познакомили. Да. И здесь еще такая, здравствуйте, я Алена. Да. Но этот момент я поняла, еще интересно тот факт, вот как вы попали на эту тусовку закрытую, кто вас пригласил? Динар, опять же, Он все организовал. Да, Динар. И я организационными моментами вообще не занимаюсь. Получается, у него были связи на уровне тусовки Элвина Грея? Получается, да. Сіз бит Хухмара кызы, эми? Әйе. Как часто кайтасыз туган якка или вообще постоянно Казанда гынамы? Очень редко вот сейчас именно езжу в Кукмар, потому что в Казани нету даже свободного времени. Вот. Поэтому редко очень. Әтиәнең шундай. Әйе, созваниваемся, скайп. Все решает. Гаиләдә бер баламы или апайлары? У меня есть брат. Брат. Да, который...
27, он 25. старше. Да, намного старше. Он будет завтра тоже на презентации. То есть там контролирует, никто не обижает Медив Шулай, ну, переживает за меня. Ойлесі бар ма еді ана уже? Нет, Нет пока, да? нет. А Казанда снимаешь или у тебя свое жилье? У меня свое жилье. Своя квартира? Да, своя квартира. Бір өзің ғана тұрасың ба? Да, берем на тром, если там, опять же, нужно что-то отрепетировать, мы репетируем, вот продюсер приезжает ко мне домой, там движение я ему покажу, песни, там обложки вместе посмотрим, вот так вот. Дар эстрадасы турында біраз сөйлесіп алайық әлі, маған интересно твое мнение. Сен бит қазір, ну, мне бошлап келе тұрған загорающаяся звезда, если можно так выразиться. Вот сенға журналистлар обращаются, пишут о тебе везде. Вот кто тебе нравится, вот ход, он ничек пиарится, ничек он растет, сахнада, как он себя держит, как себя раскручивает. Из артистов? Да. Как ты думаешь, ну, кто себя правильно ведет на сцене, правильный ход, и как лучше раскрутиться? Артистов вообще судить не хочу и не буду. Вот. Если он делает так на сцене, значит, у него есть какая-то задача, значит, он так чувствует. Если он так чувствует, значит, это уже хорошо. Не могу говорить, хорошо это или плохо. Вот. Бірер қошан, Алла бірса дебетегіне біз сенға шуны тілеп қалабыз. Вот известный жеші болып кеткеш уже татар сахнасында, татар эстрадасында. На уровне выше, там, я не знаю, московскую сцену показать собираешься? Да, конечно. Дальше больше. Көңіліңе неде жырлар ятышылар, рус тілінде ме, татар тілінде ме? Мне нравится татар тілінде жырларға, но мотив чуть-чуть американский, что ли. Вот даже неге, оно такое какое-то другое, ну, не татарское, а какой-то американский стиль. Вот я слушаю американских певцов, беру какие-то, типа, вау, ты круто спел, беру у них какие-то фишки, применяю их, обращаю внимание. Онда сен татар тілінде, ну, еркен жырлайсың бе, Ая. никаких трудностей Да. аралашқанда, сенға на русском, по-моему, легче. Да. Сен татар тіліндегі жырларны, получается, ятлысың ма, или как? Нет, Ты их заучиваешь, или тебе легко они? мне легко дается, просто вот когда общаться, я могу на татарском с вами болтать, но улбик экрен булашак. Вот, чтобы сохранять время и у вас, и у себя, я разговариваю на русском и вот так. Училась в русской школе, Да, может, шула поэтому. сама вообще Да, прекрасно. в русской школе, но Вот мысли на русском идут, получается, с самого детства. вот такой смешанный. Вот. А с детства я разговариваю на татарском языке. Они, Тим тоже. Сен татар қызы бетінде, Татар қызы, Сен чистокровная татар. Да. Анар сен авторская песня, меня да заметила. Күзден шыға алмай жүрек мұшында. Да. Урамда күз. Ой, Типа неразделенной любви. Вот меня шел труда селеп. Ли сен на данный момент неразделенная любовь или как? нет, просто в этот момент мне было очень грустно. У меня в такие моменты. Потом я беру укулеле, я играю на укулеле. Беру, я поставила видео, рассказываю, как сочиняла эту песню. Играю, какие-то слова просто меня боштан инди сүзлер бар, шуны жырлыйм. Остановилась после припева, думаю, вау, это вроде прикольно. Забираю телефон, смотрю, те же самые аккорды делаю, слова чуть-чуть меняю, там под рифму. Вот, и получилась эта песня. И сразу скинула своей команде, оцените. А сколько человек в твоей команде? Это Динар, продюсер? Да, ну там много людей, там имиджмейкеры, то есть, ну, штук 10, наверное. Вот. Какой ты еще инструмент назвала? Укулеле. Это такой инструмент прям, или это вид гитары? Да, это маленькая гитара, гавайская. Вот. И я научилась на ней играть всего лишь летом. Вот. И когда в меня желание появилось писать, начала учить аккорды основные. Вот. И вот я никогда бы не подумала, что напишу песню на укулеле. То есть песни я могу вот так писать, типа там под бит, вот, а так под укулеле никогда не думала. А откуда инструмент? Инструмент? Казанда продается? Да, в любом инструментальном открытом магазине. Да. Хотела спросить про одежду. Вот я заметила, Лейн, это твой личный бренд собственного производства, получается? Нет, это просто, чтобы люди знали, что Лейна, и обратили на букву «э». Они, ну, многие пишут Лейна. Да. Вот, поэтому вот так, чтобы со мной общались, они так посмотрели и увидели букву «э». Планируешь в будущем Лейна Дан делать бренд? Может быть, линию одежды или какую-нибудь продюсерскую школу, там, я не знаю, школу Лейны? Ну, смотрите, если я достигну каких-то определенных высот, почему бы и нет? Вот.
на сегодняшний день с финансами, как все-таки записать песню, это не дешевое дело? Все вопросы к команде. Вот. У вас какие-то бренчик иганешилер помогают, это спонсоры, или у вас как-то за счет выступлений само окупается, как? Вот, Динар, все вопросы к нему. Ладно, еще хотела спросить, с самого детства поешь? Да, с самого детства. В 4 года мама привезла меня в музыкальную школу, но меня сказали, ей 4 года, зачем? Потом привезли в 5, и вот так поступила в музыкальную школу. И помню, какой кастинг был, мне 5 лет, там учительница играла какой-то мелодию, и она говорила, давай под ритм шагай. То есть они проверяли, есть ли у меня чувство ритма вообще. И я вот так шагала. В тот раз siz aytganingiz, что вы еще после того, как выступали в Уфе, колледжға бармадыңыз, то есть туда, где вы учитесь. Да. И типа не знаете, как реагировать етешеклер сіздің достар, сізге нәрсе деп етешеклер, бірәңеден ошар несетмейшеклер ме? Чик все-таки сізге отнеслись, и неге мөнәсәбәтләрдә сіз у кешеләр белән? Мои друзья, конечно же, сказали, вау, молодец, как. Вот те же вопросы, которые вы мне задавали, как ты туда попал, блин, это прикольно. Вот. Но негатив в лицо мне никто не скажет. То есть я не слышала негатива, который говорят в лицо. Вот, шулай. Чик сіз андалек тегіз деген сұрауға вы так же отвечаете, как и мне? Да. А сегодня это были ваши подружки, да, как раз? Где? Вон там вот? Да, это мои учителя, которые обучили меня. Вот. Мастер по актерскому мастерству, по вокалу, которые дали мне много базы. Где преподают? В театральном училище. Да. Работает в театре Тинчурина. Я очень благодарна своим мастерам. Возможно, вот, если бы не было их, я бы не была здесь. Вот. Раскрыли меня полностью. И еще хотела про татарскую эстраду. Не знаю. Хочется все-таки узнать вообще углубленное, более развернутое мнение. Например, возьмем начинающего такого же артиста, например, не такого же, имеется в виду, не сравнивается, а просто тоже начинающего, это Хаким. Слышали его творчество? Нет. Слышали песню? Нет. Слышали вообще, кто это такой, знаете? Нет, первый раз слышу. Первый раз слышали? Да, но обязательно посмотрю в Инстаграме. Вот. А вы знаете про фестивали, например, Антап, Татаршира или Булгар радио? Да. Это MTV канал. Да. Мне для вас это в приоритете быть лауреатом каких-то фестивалей, вот таких вот, или просто выступать? Нет, в любом случае, если там что-то занять, это признание людей, то, что я, значит, это делаю не зря, и кто-то видит мой труд и вознаграждает меня чем-то. Вот. Да, состояние исем фамилии yazмағыз деген. Негізі это какой-то принцип, чтобы настоящее имя и фамилию не знали, или просто как, чтобы семью, может, не раскрывать? Нет, просто Лейна. Есть какие-нибудь причины? Нет. Причины есть, но я не буду о них говорить, называть меня Лейна. Просто на данном этапе вы не хотите афишировать настоящее имя и фамилию, да? Да, меня зовут Лейна. Все. Қоян келген псевдонимы, по-моему, Лейн деген тоже бір түркім бар ғой, я не знаю, но... Моя мама Лейла. Лейла. Я Лейна. Вот. Лейла у нее через Е имя? Через Э? Вообще Лейля, просто называть себя Лейла. Вот. Сен әнеңе ұқсатып? Да, посвятила ей свое имя. А сен по внешности әде қызым, әне қызым? Думаю, я пошла в маму. А Тянин как относится? Все-таки вот мы же все прекрасно понимаем, что в шоу-бизнесе раскрутиться надо все-таки пиариться, там постоянно эти все дела, просто усилом, надо пора заработать имя в шоу-бизнесе невозможно. И Сеня Тянин это все, наверное, понимает, что много стресса, много депрессии, много нервов. Как отнеслись? Поддерживают? Они сказали, я им сказала, вот, у меня есть команда, у меня есть вот такая работа, я хочу. Они сказали, если, Син, хочешь, то если ты уверена в этих людях, то да, мы тебя поддержим. А как, Син, думаешь, куда сахлягайнишек шагалар? Это талант, это деньги или это связи? Думаю, в первую очередь, в татарской эстраде или русской? Давай и в татарской. В татарской талант. Нет, я думаю, в татарской это все-таки талантом. Вот. А в русской, там
совсем, наверное, другая система, там уже другие люди, там пиар жесткий везде, в группах, вот, Но, поэтому... наверное, это еще из-за того, что жершиларда көбірек. Да, конкуренция, каждый хочет выдвинуть своего артиста, вот. А какая мечта number one, как артиста? Чтобы... Сен тілейсің ме, чтобы сенің исем тарихқа кіріп қалса? Или это не важно, просто жить сейчас? Или сен өзіңнен соң творчество и жаттығына қалдырасың келеді? Я хочу, ну как и другой, наверное, артист, оставить после себя след, но самое главное, чтобы у меня был слушатель, который примет вот эти мои костюмы, мое пение, какая я есть, чтобы я им нравилась такой. Сен өзіңні чисто татар қызы, только татар стиліндағына, халық жерларығына башқара тұрған етіп шеше кебек не ассоциируешь? Нет, ну потому что я молодая, я хочу делать то, что будет интересно молодежи, вот. Но в любом случае я не буду работать только на молодежь, я хочу и для взрослого поколения работать, потому что петь в другом стиле я тоже могу, вот. То есть татар қызы былай түрге ярамый, Нет. монокопла деген Нет. ограничениялар сенің үшін? Нет. Я молодая, я хочу все вот попробовать, пока я молодая. А в дальнейшем уже не знаю, что будет. И сен можешь абсолютно любой костюмда, абсолютно любой вид, да, выйти на сцену, да? Ну, если там прикрыта грудь и здесь, да. Да. А кто твой сценический образ на определяется от раньше барма или А, сама создаешь? Есть имиджмейкер, говорит она мне, например, какой стиль хочешь. Я ей примерно там скидываю карточки, фотографии, она что нет, сразу типа это нет, ты ошибаешься, что да, и под это выбирают мне одежду, и мне нравится. То есть сенің түркіңді сенің фикірбілі келешелері? Да, ну насчет одежды, ну это 100%, потому что я хочу чувствовать себя комфортно на сцене в той одежде, в котором я выхожу. Ну и напоследок все-таки люди читают Лейна, кто она, 2 словами, 3 словами? Ну, такое типа заявление людям. Так, сейчас. Что бы ты сказала, я не знаю. Все-таки начинающая звезда, да. Я бы вот так. А ты слышал о Лейне? Вот. Вот такой вот. 2 словами. Лейна. Помнишь, мы заголовок поставили на прошлый материал? Кем сен Лейна? Кем сен Лейна? Может, мы ответим вот сейчас? Мне очень понравился этот вопрос, но даже внутри себя я не отвечала на этот вопрос, потому что Кем сен Лейна — это такая загадка для всех. Вот, и поэтому ответа на нее не будет. Вообще никогда? Ну, нет, будет, но не сейчас. Пусть все думают, а кто такая Лейна? Кто за ней? Откуда? Как? Ну да, у нас есть контакты, если что, спишемся. Да, все хорошо. Спасибо вам огромное, что уделили на меня время. Спасибо. Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.